Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Всеобъемлющая поддержка. Все какие-то ваши действия, все ваши желания, направленные на самореализацию, они со стороны нашей республики будут обязательно поддерживаться. В Башкортостане подвели своеобразные итоги года защитника Отечества. Как проходит работа с ветеранами? Важная тема – это возвращение наших инвалидов к нормальной жизни, вовлечение в спорт, во всякие патриотические мероприятия. Как всегда неожиданно, пусть в середине декабря в республику пришла зима, а вместе с ней и праздничное настроение. Теперь снег уже теперь выпал, и Дед Мороз приехал. Все, ждем теперь Нового года. И, конечно же, подарков. Мощная сила для обновления Башкортостана. И видно уже и по прессе, и по тем новостям, которые мы видим, как развиваются креативные кластеры, отдельные направления. Кто они? Лучшие творцы, деятели искусства, музыки и кино. В республике вручили первую премию в области креативных индустрий. И премия – это такое вот единение всех креативных людей в одном месте, где мы еще раз всех увидели, друг друга поздравили с этим. И родились новые идеи. – 14 декабря в республике отметили День башкирского языка. По инициативе главы Радия Хабирова его учредили в 2019 году, приурочив ко дню рождения Мифтахиддина Акмуллы, выдающегося тюркского поэта и просветителя. В честь этого события к памятнику на площади БГПУ возложили цветы. Также в рамках мероприятия 11 студентов вузов и колледжей региона вручили именные стипендии. Выплата назначается на год за высокие достижения в учебе, науке и жизни университета. В течение 4 лет я участвовала в различных конкурсах, форумах, а также писала много научных статей, участвовала в конференциях. И вот поэтому я и получила стипендию имени Мифтахиддина Акмуллы. Помимо учебы я еще хожу в теннис, а еще учу языки. Это комплексная работа, и необходимо подходить, ориентируясь на различные социальные аудитории. И Мифтахиддин Акмулла, собственно, это как раз тот образ, который охватывает и детскую аудиторию, подростковую аудиторию, взрослую, чиновников, ветеранов и так далее. То есть это тот образ, который действительно объединяет все поколения, и работа, естественно, ведется с каждой целевой аудиторией отдельно. Мы говорим каждый день на башкирском языке, но этот день для нас особенный. Сохранение языка – одна из целей, которую ставит перед собой во Всемирном Курултае Башкир. На неделе в Уфе прошла международная научно-практическая конференция, посвященная юбилею создания общественной организации. Делегатами стали активисты со всех районов республики, 10 регионов России, а также Турции, Эстонии и Узбекистана. Ради Хабиров отметил важные проекты, которые ВКБ успешно реализует, и высоко оценил результаты работы по сохранению народных традиций и памяти. Репортаж Азат Садреева. Фойе Конгресс-холла словно этнографический музей, рассказывающий историю башкирского народа с древних времен. Юрты, национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта кочевого народа. Тут же рядом современные атрибуты и одежда, но непременно с национальным колоритом. 30 лет Всемирный Курултай Башкир ведет работу по сохранению самобытности народа, его истории и традиций. Курултай Башкир оказался именно той силой, той основой, которая позволила башкирской нации двигаться вперед уверенно, не спотыкаясь. И, наверное, это дух наших людей, нашего народа. Вот тут в тяжелые же времена мы объединяемся и проявляем самые лучшие, доблестные качества. Это 812 год, 41 год. Но кто бы мог сказать, что мы через какое-то время будем добавлять сюда 2022 год и проявлять удивительный героизм, мужество
на полях сражений. В непростые времена обостряются противоречия, и именно в этот момент враг начинает бить. И такие факты есть, подчеркнул Ради Хабиров. Главными целями информационных атак становятся национальные республики. Башкортостан не стал исключением, но, объединившись, смог справиться. Вот почему Башкортостан так атакует? Ну, слушайте, сильные воины. Как не атаковать Башкортостан? Как его не попытаться разрушить? Надежная опора России всегда была. Начиная там, мы всегда говорим, 812 год еще с шведами, когда воевали башкиры, там проявляли доблесть и настоящее мужество и героизм. Поэтому, конечно, будут атаковать. Большое количество наших ребят воюет, огромное количество добровольческих подразделений. Всемирный Курултай-Башкир создавался в 90-е годы и прошел действительно непростой путь. Многое делалось для национального возрождения, сохранения культуры, родного языка, поддерживались социальные проекты. Знаковым эксперты называют 2024 год, когда на 6-м съезде были приняты важные решения. Мы сейчас живем в очень быстро меняющемся мире. И для нас очень важно укрепление внутреннего единства. И вот те решения, которые были приняты в 2024 году, они были направлены именно на достижение этой цели. На поддержку политики нашего руководства, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. А поддержку малой родины башкиры, живущие за пределами родной республики, получают через историко-культурные центры, которые открыты в регионах России. Они помогают в укреплении связей между земляками, формируют положительный имидж Башкортостана, способствуют обучению на родном языке. Важен и культурный момент, в который заложен генетический код башкирского народа. Хотел бы пожелать, чтобы и дальше люди, кто сейчас является членом исполкома, жили с народом в сердце. И когда ты поднимаешь свой народ, то народ поднимает тебя, что и случилось в нашем случае. Потому что если ты, как Рами Гарипов говорил, вот эти слова, золотые слова. Следующий год мы объявили годом башкирской семьи, потому что вопросы демографии на первом месте. И на следующий год у нас будет реализован большой грант, посвященный созданию семейных языковых клубов в 6 российских регионах. И оперировать всю эту работу будет именно офис Всемирного Курултая-Башкир. Всемирный Курултай представлен в регионах, где компактно проживают башкиры, и действуют они не сами по себе. Помимо поддержки республиканских министерств, в первую очередь Минобразования и Минкульта, общественные организации находят понимание региональных властей на местах. В этом году, буквально месяц назад, мы провели юбилейное 25-летие Курултая Башкир-Пермского края. Там тоже были гости и из Москвы, и из Башкортостана, и из разных уголков Российской Федерации. И мы всегда взаимодействуем для того, чтобы сохранить быт, культуру, язык. Башкортостан – это основа существования башкирской нации. Ради Хабиров отметил, что и дальше будет поддерживать историко-культурные центры, открытые не только на территории республики, но и за ее пределами. Делегаты конференции также подчеркнули необходимость усиления работы по сохранению исторической памяти, чтобы будущие поколения не забывали свои корни, свой родной язык. Гранты на реализацию этих проектов Всемирного Курултая-Башкир будут увеличены. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Реабилитация, трудоустройство и поддержка семей – это ключевые задачи, которые ставят перед собой власти региона в деле помощи участникам СВО. Об этом говорили на итоговом в этом году заседании Ассоциации ветеранов спецоперации под руководством Радия Хабирова. Мероприятие прошло в рамках республиканского форума «Служу Отечеству», на котором, по сути, подвели итоги года поддержки участников СВО и членов их семей в Республике Башкортостан. Символично, что событие состоялось 9 декабря в День героев. О том, как власти не словом, а делом исполняют все ранее обозначенные обязательства, в следующем материале. Артем Курмышов – электромонтер и по совместительству водитель дежурной машины. А еще пару лет назад молодой человек с автоматом в руках штурмовал позиции противника в зоне спецоперации. В 22-м получил медаль за отвагу, когда на себе вытаскивал раненого товарища. Вернувшись на гражданку, завершил обучение по основной специальности и устроился на работу. Был вопрос, как именно устроиться. Обратился в фонд защитников Отечества. Но они предложили вот несколько вариантов. В пожарку водителем. Вот.
Но уже впоследствии выбрал сюда. Трудоустройство бывших военнослужащих – одна из ключевых задач, которая стоит перед властями региона. Об этом, в частности, говорила Ради Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО. В Башкортостане сейчас более 3000 человек, которые вернулись с передовой. И всем чиновникам на местах важно помочь им встать на мирные рельсы. Мы в лице вас и за вашими спинами, в лице участников специальной военной операции будем видеть очень важную, новую, движущую силу развития нашей республики. Все какие-то ваши действия, все ваши желания, направленные на самореализацию, они со стороны нашей республики будут обязательно поддерживаться. Региональная ассоциация ветеранов СВО стала важным инструментом поддержки бойцов. Именно поэтому власти республики заинтересованы в развитии организации. Ведь кто, как не сами военнослужащие, поймут, в чем нуждаются возвращающиеся с фронта. Представителям филиалов ассоциации в муниципалитетах необходимо работать в тесной связке с главами районов и городов. Я бы просил, и, наверное, я оформлю это поручением своим для глав муниципалитетов, все-таки, чтобы вы продумали какую-то форму уже юридического закрепления председателей местных отделений ассоциации в каком-то муниципальном ранге. Кто-то захочет, кто-то нет, но, мне кажется, вы это дело должны сделать или предложить. Ассоциация ветеранов помогает не только бойцам, но и их семьям. Важную роль организация играет в воспитании молодежи, продвижении патриотических и образовательных инициатив. На сегодня в ассоциации уже более 1000 участников. Ребята понимают ценность их работы, и ребята продолжают и в дальнейшем объединяться для того, чтобы служить на благо Родины в дальнейшем уже в амплуа гражданского человека. Заседание ассоциации прошло в рамках форума «Служу Отечеству», где на одной площадке собрались участники СВО, общественные деятели и представители власти республики. В перерывах между деловой частью бойцы активно общаются между собой. При этом признаются, многие из них раньше даже не были знакомы, но у них всегда есть общие темы для разговора. Мы считаемся уже братьями, как бы там ни было. Но мы считаемся братьями. Вот рядом тоже живем почти. Я из Бирска, я с Нефтекамска. Башкортостан – один из регионов-лидеров по поддержке СВО. В республике введено 54 меры, которые затрагивают все – от образования и медпомощи до решения бытовых проблем. Реализуется кадровая программа «Герои Башкортостана», где обучаются 70 ветеранов. Я сегодня встретился со своим боевым товарищем, с которым мы были на передке. Это раз. Во-вторых, очень важная тема – это возвращение наших инвалидов к нормальной жизни, вовлечение в спорт, во всякие патриотические мероприятия. Это очень важно. И они чувствуют, что они не одни. Вот это самое главное для нас. В рамках форума было организовано с десяток площадок. Ветераны могли, к примеру, получить юридическую или психологическую помощь. Или, например, пообщаться с волонтерами, которые активно помогают фронту. На передовую отправляют все вплоть до лечебных мазей. Жир гусиный, это используется тоже много применений. Можно класть в суп. Суп будет вкусный. И когда получаешь ранение и получаешь ожоги, мажешь, быстро рана заживляет. Вот мы работаем с московскими волонтерами, они нам отправляют готовые ранозаживляющие мази. И, конечно, важно не забывать тех, кто отдал свою жизнь, защищая страну. Большая работа ведется по увековечению памяти. На неделе в Ургазинском районе в селе Бишкаин открыли памятник, посвященный участникам локальных конфликтов. Инициаторами выступили местные жители, которые установили скульптуру в рамках программы поддержки местных инициатив. Открывали мемориал близкие бойцов. Одна из них – Галина Иванова, у которой на СВО год назад погиб сын, посмертно удостоенный Ордена Мужества. Но он говорил: я вернусь, мама. Все время. И он, когда в отпуск приезжал, говорил: я не могу не поехать. Там без меня им трудно. И он все время говорил, там молодые тоже были, 20 сколько-то лет, и он все время говорил: мама, мы их туда в пекло не пускаем, мы их оставляем сзади, а мы сами туда заходим. Именно в память о всех тех, кто погиб и как дань уважения живым, в стране почти 20 лет назад учредили праздник День Героев Отечества. В ходе СВО сотни наших земляков удостоены госнаград. 14 уроженцев региона стали кавалерами высшей награды страны – медали «Золотая звезда». В республике чтят и помнят ратные подвиги, совершенные жителями Башкортостана. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели.
Меньше недели остается до одного из ключевых событий. 19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов, а также жителей страны. Активно свои обращения отправляют башкортостанцы. Сделать это можно одним из следующих способов. К примеру, на сайте программы moskva-putinu.ru, по телефону 8 800 240 40 или в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Работает также чат-бот в мессенджере Макс. Оператором по приему обращений стал Общероссийский народный фронт, который также берет на контроль исполнение поручений. По итогам прошлого года в работу взяли 13,5 тысяч вопросов от жителей Башкортостана. Доля решенных составила 90%. То есть мы видим, какие обращения отрабатываются, качество обработки этих обращений, как решаются эти вопросы. Если мы видим, что по какому-то обращению, скажем так, был неправильный ответ или вопрос никак не решается, пытаемся добиться того, чтобы муниципальные органы власти или региональные органы власти ответили или решили вопрос по существу. Мощная сила для обновления Башкортостана. Республика в лидерах по развитию креативных индустрий в России. Об этом на текущей неделе говорили на стратегической сессии с участием Радия Хабирова и федеральных экспертов. В регионе создан специальный фонд, чтобы поддержать предпринимателей. Есть отдельный праздник, действуют советы и принят закон о развитии этой отрасли. А еще учредили премию создателя. В минувший понедельник ею удостоили лучших творцов, деятелей искусства, музыки и кино. О том, как формируется экономика настоящего и будущего и каких целей необходимо достигнуть уже через 5 лет, знает Даниил Байков. То есть его лицо надо чуть более посвятить, потому что такое ощущение, как будто у нас отсюда недостаточно света. Под руководством опытного наставника подростки учатся правильно выбирать ракурс. Главное, чтобы не было лишнего света и пустоты в кадре. Такие знания от ведущих фотографов получают воспитанники школы креативных индустрий на базе Уфимского училища искусств. Еще они создают мультфильмы и сочиняют песни. Глеб Ширнин сейчас записывает подкасты, а в будущем намерен открыть собственную студию. В свои 13 он уже зарабатывает деньги. Я изначально занимался фотографией, потому что мне достался старый фотоаппарат от моего брата. Я заинтересовался этим и от подруги узнал, что есть вот такое место, где люди дают детям возможность попробовать себя в разных направлениях. Кроме Уфы, такая возможность есть в Стерлитамаке и Сибае в рамках федерального проекта «Придумано в России». За 2 года из креативных школ вышло немало подготовленных видеографов, фотографов и специалистов по продвижению контента в соцсетях. Кроме того, в столице совсем скоро осваивать творческие навыки будут и взрослые. И одна из идей – это расширить наш возрастной диапазон, и чтобы здесь уже были 60+, и 70+, чтобы наши бабушки и дедушки уже также занимались и анимацией, и графическим дизайном, и электронной музыкой. Мы уже делали пробные тестирования. Нашим бабушкам и дедушкам очень сильно понравилось, они включали свои народные песни. В Башкортостане, как и по всей России, огромное внимание уделяют креативной экономике. В последние годы она развивается стремительными темпами. Все благодаря системной работе, которую выстроили в регионе при непосредственном участии Радия Хабирова. Поставили себе 2 задачи, наверное. Первое – разбудить среду. И второе, мы хотели создать инструменты для того, чтобы вот эту разбуженную среду как-то поддержать, направить и обеспечить какое-то их содействие. Поэтому в республике определили 16 направлений креативных индустрий от музыки и кино до дизайна и IT-технологий. Отдельно разработали и меры поддержки. Для предпринимателей и творцов создан специальный фонд поддержки креативных проектов капиталом в 50 миллионов рублей, чтобы предоставлять налоговые каникулы, компенсировать затраты на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете. А еще выдавать субсидии и предоставлять финансовую помощь тем, кто реализует образовательные программы. В Башкортостан первым в стране учредил День креативных индустрий и Совет по их развитию. И это дало свои первые результаты. По итогам года Башкортостан вошел в 3 лучших регионов в рамках национальной премии в сфере креативных индустрий. Конечно, опыт Радия Фаритовича, он уникальный, потому что никто так пока не работает с муниципалитетами, как это сделано в Башкирии, именно с развитием креативных индустрий. И, наверное, такое личное внимание главы к этой теме, оно, конечно, беспрецедентно.
По мнению федеральных экспертов, республика активно задает тренды для других регионов. Башкортостан включился вот сейчас активно и проходят стратегические сессии, активно участвуют представители республики в федеральных мероприятиях. И видно уже и по прессе, и по тем новостям, которые мы видим, как развиваются креативные кластеры, как отдельные вот направления. Важно, чтобы эта работа была системная. Яркое тому подтверждение — решение поощрять творцов специальной премии создатели. На конкурс заявились более 400 участников. Огромное внимание после победы в номинации «Креативный наставник» на себя ощутил директор медиашколы «Телешко» Рустем Аднабаев. За 13 лет он подготовил около 3000 юных журналистов. Многие из них трудятся на федеральных каналах и в командах известных блогеров. Вместе с коллегами режиссер продолжает учить тому, как правильно создавать медиаконтент. Буквально после премии сразу мне стали звонить разные совершенно коллеги. Стерлитамак позвонил, говорит, а почему Телешко нету в Стерлитамаке? А давайте попробуем открыть. Вот мы на следующей неделе встречаемся по этому вопросу. Родилась идея создать некий музыкальный проект с подростками. Известный блогер и амбассадор региона Раис Габитов тоже в числе победителей. Его отметили за создание и продвижение Южноуральской тропы. Это 1000 километров маршрута по самым живописным местам Башкортостана и Челябинской области. Награду путешественник получал из рук Юрия Ветлугина, известного на всю страну как Юра Дворник, что только подчеркивает креативный подход организаторов премии. Первый раз вышел на сцену, сказать теплые, хорошие слова Башкортостану, городу Уфы. Значимость большая. Я посчитал, что у нас почти 3 миллиона людей в той или иной степени по разным маршрутам, по нацпаркам, природным паркам ходят по тропе, да? А мы все это объединили. Все объединили в одно, чтобы людям можно было приезжать, приходить, заниматься спортом. Такая уже визитная карточка Башкирии и всего Южного Урала. А вот креативной территорией признан второй по численности и величине город республики Стерлитамак. Ради Хабиров подчеркнул, что регион богат на талантливых людей, которые формируют современную культуру. Наши таланты, они удивляют и радуют не только жителей Башкортостана и не только жителей России. Они обладают уже определенным международным авторитетом и талантом. Наши музыкальные произведения, наши продукты в области IT-технологий, наше башкирское кино, наша башкирская анимация. Сейчас доля креативных индустрий в экономике республики невелика. К 2030 году стоит цель увеличить ее в валовом внутреннем продукте до 6%, следуя мировым и федеральным трендам, а также задачам, поставленным главой государства. Именно молодые таланты, владеющие современными инструментами, будут формировать завтрашний день и диктовать тренды. Даниль Байков, Артур Ханов, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Все больше возможностей творить и в небольших населенных пунктах. В Башкортостане открыли сельские объекты культуры. Старт работе новым учреждением дал Ради Хабиров в рамках заседания Совета при главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства. Для 1000 людей это возможность заниматься любимым делом и организовывать досуг для своего села в комфортных условиях. Каждое учреждение оснастили необходимым оборудованием, но не менее важно это наличие специалистов. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Талантливый музыкант-исполнитель горлового пения, дамбрист. Он начал работать в районном дворце культуры Иглинского района, а его супруга Аяна в Центральной библиотеке села Иглино. Жителями республики Аяна и Самба-Айдуб стали всего 1,5 месяца назад. Творческая семья вместе с 4 детьми переехали в Иглино из Тывы по программе «Земский работник культуры». Вместе с другими участниками проекта им вручили сертификаты на 1 000 000 рублей. Таким образом, в села привлекают специалистов в сферу культуры. В мечтах у меня создать в этой деревне и взрослые, и детские ансамбли хореографические, и возить их на конкурсы, на фестивали, разбудить эту деревню. Айгида Даутова работает в новом большом социально-культурном центре, который открыли в начале года. На Совете официальный старт работы дали еще 3 ДК. Один из них в Мечетлинском районе 4 года назад в конную повозку с творческим коллективом деревни Новомуслюмово, который направлялся на праздник, врезалась на большой скорости иномарка. Тогда глава республики распорядился оказать помощь пострадавшим и вместо старого закрытого ДК построить новый. Дом культуры есть, и уже из него на связь вышла серьезно пострадавшая тогда в аварии Гульсум Каримова. С вашей помощью я попал в республиканский госпиталь
ветеранов и с вашей же помощью приобрела лучший протез, который позволил мне быстро встать на ноги. Рахмат. Я и просил, чтобы уже новогодние мероприятия в этом клубе для жителей деревни, конечно, прошли. Насколько я знаю, клуб полностью готов. Вот. Поэтому очень рады и вместе с вами радуемся. Глава республики рассказал о планах на следующий год. Обновление произойдет и в сельских учреждениях, и в крупных республиканских объектах. Поддержку в этом окажет и новый нацпроект. Важная задача – сохранить и поддержать сеть детских школ искусств. В рамках национального проекта «Семья» продолжим их оснащать музыкальными инструментами, оборудованием. Будем проводить там капитальный ремонт и реконструкцию. Надеюсь, в следующем году мы все-таки приступим к реконструкции нашего цирка. Это сразу большая сумма, она разделена на 3 года, там почти 3 миллиарда рублей. Поэтому очень надеемся. Конечно, мы сегодня говорим огромные слова благодарности Министерству культуры России за такую серьезную поддержку. Еще 2 дома культуры распахнули свои двери. В Хайбрунском районе, в деревне Новый Зерган и в Ишимбайском, в Новосаитово. Большие просторные залы вмещают около 100 зрителей. Это в первую очередь задача, которая поставлена главой Республики Башкортостан по созданию благоприятной среды творческой для жителей нашей республики, чтобы даже в самых отдаленных уголках люди чувствовали себя свободно, занимаясь творчеством, могли себя реализовать. Это условие прежде всего и для старшего поколения, и для молодежи. Статистика показывает, там, где есть очаг культуры, там кипит жизнь. В следующем году республика примет Всероссийскую детскую фольклориаду. Она будет особенной, так как 2026 объявлен годом единства народов. И мне кажется, что это событие могло бы стать одним из центральных мероприятий такого года. Уверена, что это будет все достойно и очень масштабно. Уровень профессионализма высокий, а самое главное – традиции гостеприимства. Просто самые высокие. Деятели искусств смогли обсудить с главой республики волнующие темы. Среди них поддержка кинематографии, необходимость сохранения кадров в детских школах искусств, целевое направление на специальности в сфере культуры. Тем, кто уже внес в развитие этой области свой вклад, глава республики вручил государственные награды. 53 года стаж. Для меня, может быть, еще на 5 лет, может быть, на 10 лет даже. Такой стимул, что можно еще с настроением дальше. И я хочу еще там в новом клубе фольклорный коллектив открывать. Это подтверждение того, что мы на правильном пути. И работать, заниматься делом своей жизни – это большое счастье. Я благодарна нашему этому проекту «Хазина», с кем мы работаем и продвигаем нашу культуру. Ради Хабиров поблагодарил тех, кто посвятил себя искусству, и попросил членов Совета не забывать о селе. Потребность в культуре, отметил Ради Хабиров, там, возможно, даже сильнее, чем в городах. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На съезде журналистов региона глава республики вручил удостоверение ветеранов военной журналистики или военкоров. Впервые в России именно в Башкортостане приняли соответствующий закон. Он закрепляет статус и меры поддержки для журналистов, которые выезжают на места и готовят материалы о военных событиях. Впрочем, это неудивительно, отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил особое внимание к журналистам и к СМИ со стороны властей. О тех, чьими глазами мы видим и остаемся в курсе событий, как в республике, так и за ее пределами. В следующем материале. Каждый раз они меняют свою локацию во время боя. Здесь нет права на ошибку и непростительные оговорки. Этот урок Азату Садрееву пришлось усваивать уже не за партой факультета журналистики. О планирующейся командировке съемочной группы еще в 2022 в зону СВО последним узнал, первым поехал, без раздумий. Быстро, как там, я здесь дома не работаю. Не бывает возможности второй раз стендап записать, потому что либо обстрел идет, либо вы отработали на танках, на градах, и быстрее нужно уезжать, потому что следом дрона прилетает врага. И нужно быть быстрее дронов, быстрее врага. Это хорошо усвоил Иван Шабрин. От него зависит, как скоро доберется группа до точки, как выбрать безопасный путь. Сам себе навигатор, говорят коллеги. За дорогу с ним не переживают. За все время спецоперации, что длится почти 4 года, Иван Шабрин провел в командировках на СВО 367 дней. Это моя и работа. Довести, получается, сохранности группу телевизионную. Уже по пацанам там скучаешь, которые знакомы уже Еще один геройский рекорд у водителя редакции газеты «Тан» из Бурзянского района Иршата
Саидбатталова. Более 70 раз довозил гумпомощь в зону СВО. Говорит, один в поле не воин, помогают все. Самые необходимые. И всем спасибо, что всем районам, всем городам, которые помогают. Помогают все и всем. Даже лоскуты после шитья идут в ход. Выяснилось у Гузель Хамитовой золотые руки. Уезжает в командировку с гостинцами, возвращается с фильмами. Это как носочек, как хрома, как башкирская хрома. Видите, из разных кусочек. Это то, что остается от больших фланелевых курток, штанов и так далее для ребят. Но вот из таких кусочек я и мои сестры по волонтерскому движению шьем и вяжем для наших, шьем вот такие вот носочки для наших ребят. Как живут наши ребята, как обустроен их быт, что нужно, в конце концов, как настроение бойцов. Журналисты Башкортостана выезжают в командировки, чтобы рассказать, написать и показать с самого начала спецоперации. Именно поэтому республика первой из всех регионов приняла закон о военных корреспондентах. О нем глава Башкортостана Ради Хабиров говорил на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым в 2023-м на форуме в Сочи. На мой взгляд, мы нашли правильные формулировки, юридические термины. И, в общем-то, впервые мы в республике закрепили статус военного корреспондента. Он серьезный достаточно. Понятно, что статус человека, который, по сути, находится на передовой, он должен быть прежде всего защищен от несчастных случаев, от ранений, от гибели. Все это сделано в этом законе есть. Есть и какие-то привилегии небольшие. Но самое главное, мы создали основу, на основании которой вот мы дальше будем развивать. Правильное, чуткое отношение к средствам массовой информации республики и к журналистам. Это очень важно. Союз журналистов Башкортостана у нас действительно один из крупнейших в стране. Всегда в двадцатке лучших, на первых местах. И всегда самые интересные идеи появляются здесь, в Башкортостане. Выбранный курс показал свою результативность и будет продолжен в том же направлении в следующие 5 лет. На съезде журналистов единодушно избрали председателя правления Союза. Им вновь стал Вадут Исхаков. Входим и на руководство Республики Башкортостан, и в то же время и ниже ранга нашим руководителям. Но, несмотря на это, наши пожелания, наши вопросы в течение 5 лет, они довольно-таки часто решались. Удается решать благодаря сплоченной работе. На съезде вручили награды сотрудникам радио «Юлдаш», агентства «Башинформ», печатных изданий городов и районов. Отметили работу информационных центров муниципалитетов. Были те, кто трудился и не ждал наград. В том числе директор студии телевидения БСТ Шамиль Шимьяров. Почти 30 лет стажа в трудовой одно место работы – башкирское телевидение. Прошел путь от обычного корреспондента до руководителя. 25-й год, он для меня был таким запоминающимся, памятным годом для меня. В начале года у меня родилась долгожданная дочка. Вот сейчас конец года и еще одна награда, в этот раз уже профессиональная. И я могу теперь с гордостью говорить про себя. Теперь я заслуженный папа. СМИ не переставали функционировать ни в пандемию, не перестают и сейчас, во время СВО. Скорее наоборот. Когда информационная война идет наравне с передовой, важно показать реальный расклад как в республике в целом, так и в муниципалитетах в частности. Роза Хабибулина, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. На неделе подвели итоги работы Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». В конференции принял участие глава республики, секретарь регионального отделения партии Ради Хабиров. Говорили о приоритетных задачах и о том, что уже сделано. Детали в сюжете Динарты Масхановой. Партийный актив республики собрался на ежегодную отчетную конференцию. Главные темы – итоги уходящего года и задачи на новый политический сезон. Одним из приоритетных направлений остается поддержка участников спецоперации и членов их семей. Конечно, партию, вас, уважаемые соратники, поблагодарить за ту работу, которую мы проводим, поддержку специальной военной операции. Ничего не меняется, как я говорю, это главный наш приоритет, и мы эту работу должны выполнять. Когда-то это все закончится, мы это понимаем, когда-то закончится. Поэтому надо проявить выдержку, терпение, стойкость. Мы не знаем, когда, сегодня, завтра, но вот сколько надо, столько и будем работать на это дело.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, социальные обязательства также остаются в числе главных задач. Традиционно перед Новым годом запланировано открытие ряда долгожданных объектов. Хорошая история, Руслан Фатович, хорошая история школы, партийная, высшая партийная школа. Многие из вас пообщались, мне кажется, мы, в принципе, старались привести самых интересных спикеров, самых интересных. Даже где-то их точки зрения, может, неоднозначно, но с ними интересно было работать, поэтому эту работу надо продолжить и именно стараться, чтобы приезжали вот именно такие спикеры, чтобы мы там свой мозг, свое политическое мышление разминали. Одним из главных достижений в работе глава региона назвал открытие в Уфе первого в стране филиала высшей партийной школы. И если вот сегодня мы говорим о Единой России, о партии, то здесь хотелось бы сказать, что первичное отделение составляет фундамент партийных движений, потому что мы работаем на местах, непосредственно общаемся с населением и знаем, чем живет народ, что хотят, что видят, какие проблемы у них есть. В республике успешно реализуется народная программа. Это комплексный план развития на основе предложений граждан. Проекты решают ключевые социальные и экономические задачи в образовании, здравоохранении, культуре, а также в вопросах поддержки участников СВО. В рамках народной программы в городе Стерлитамак реализуется очень много партийных проектов. Допустим, проект «Новая школа». В рамках данного проекта отремонтировано 5 школ. И в России самой первой школой сдалась и в Республике Башкортостан наша школа номер 1. Тесная работа ведется со сторонниками партии. Они инициируют социальные акции. Одна из таких прошла в Салавате. «Коробка храбрости» в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Инициатива сторонников наших была настолько активно встречена, что даже маленькие дети приносили свои игрушки, чтобы поделиться с другими детьми. И по итогам этой акции мы большие коробки с игрушками передали в больницу для таких детей. Они были очень рады. В 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы, в Уфе депутатов Горсовета. Эти избирательные кампании должны пройти в диалоге с жителями республики, отметил Ради Хабиров. Также глава региона наградил почетными грамотами и благодарностями руководителей лучших местных отделений партии. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. В Башкортостан наконец пришла зима, плюсовая температура сменилась морозами, начались снегопады. Вместе с ними все заиграло новыми новогодними красками. В столицу республики с Дальнего Востока прибыл поезд Деда Мороза. Состав на Уфимском железнодорожном вокзале встречали несколько сотен мальчишек и девчонок. О том, как республика готовится к встрече Нового года, расскажет Руслан Батыргариев. Поезд Деда Мороза прибывает в Уфу точно по расписанию. На перроне главного героя праздника встречают журналисты, а в фойе железнодорожного вокзала и на уличной площади заждались сотни детей с мамами и папами. Мы в прошлом году были, нам очень понравилось. Вот долго ждали, целый год вспоминали. Постоянно пересматривали видео, фотографии. Мы пришли с Максом, со своим сыном. Да, Максик? Да, я хочу Shadow. Мы загадали такую игрушку Shadow. Да. Квартиру и машину. Да? Да. Я хочу. Настроение есть у вас? Да, вот теперь снег уже теперь выпал, и Дед Мороз приехал. Все, ждем теперь Нового года. И, конечно же, подарков. Поезд Деда Мороза стартовал 19 ноября во Владивостоке и завершит свой путь 11 января в Великом Устюге. Главный новогодний волшебник проедет более 20 тысяч километров и посетит порядка 70 городов. В Башкортостане, помимо Уфы, праздничный состав остановится еще и в Стерлитамаке. Здесь сегодня в Уфе, в резиденции, в поезде, в составе поезда вагон «Резиденция Деда Мороза», и в нем пройдет 14 представлений. Здесь в составе этого поезда есть вагон «Кукольный театр», там пройдет 4 представления. Вагон «Снежной королевы», фотокупе, передвижная лавка с сувенирами были доступны для свободного посещения. Вход в резиденцию и кукольный театр строго по билетам. Но для детей погибших героев СВО новогодний аттракцион работал без ограничений. Экскурсию для них организовал фонд «Защитники Отечества». Сегодня мы посетили поезд Деда Мороза. Это огромная возможность прожить для нас, для взрослых, так и для детей детство. Это потрясающие эмоции, поднятие новогоднего настроения, которого нам так и не хватало.
Не иначе, как предновогодним чудом можно назвать и выпавший снег. Зима в этом году задержалась. По данным службы по изменению климата, первая декада декабря стала одной из самых теплых за последние 30 лет. Не только снега, но и отрицательных температур заждались уфимские моржи. И для любимого дела не важны ни возраст, ни профессия, лишь бы за окном было похолоднее. 20-25, но когда и 30 градусов, мы тоже купаемся. Вон Альмира ездила в Тюмень, там вообще 33 градуса было, 34, 38. И они купались и никак не отменили даже соревнования. Выходишь из воды, знаете, охота всю землю обнять. Весь мир охота обнять, вот такая радость, такой адреналин, такой подъем энергии. Из-за теплой погоды практически на месяц позже начался и сезон для горнолыжников. Так Уфимский Олимпик-парк с помощью искусственного снега готовился к первой спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья по зимним видам спорта. Погода не благоволила нам. Мы начали только вчера, первые сутки сейчас работаем. Но хороший минус дает возможность нам сейчас в ускоренном режиме снижаться. Готовимся мы к серьезным соревнованиям. Нужно поскорее запустить склон для соревнований и для туристов. В Уфе, наконец, открылся один из самых крупных в столице республики катков. 17 тысяч квадратных метров ледяной глади на стадионе «Строитель» стали доступны для массового катания. Площадку пришлось формировать прямо на земле, что добавило хлопот и работы. Желательно, конечно, когда снежная подушка, это лучше и намного быстрее проходит процесс заливки льда. Быстрее замерзает и выравнивает, так как здесь летний сезон, футбольное поле и дренажная система у нас находится здесь, то когда снежная подушка, у нас хотя бы выравниваются все нюансы. А когда заливаем мы просто на землю, это очень кропотливая работа. В общей сложности в Уфе до Нового года подготовят 32 ледовых катка, зальют почти 100 хоккейных коробок и организуют 22 лыжные трассы. Морозов, снега и по-настоящему зимней погоды не стали дожидаться и те, кто создает в городе праздничную атмосферу. Новогодние ели начали устанавливать еще в ноябре. Всего в башкирской столице к Новому году построят 13 ледовых городков. На 2 центральных локациях по традиции установили пиксельные ели. Это на площади имени Ленина и возле конгресс-холла Таратау. В Башкортостан вместе со снегом пришла и настоящая зима. Как отмечают психологи, вид чистого белого снега вызывает у большинства людей чувство праздника, чистоты и обновленности, неразрывно связанные с новогодним волшебством. Руслан Батыргареев, Алия Эльтубаева, Наиля Нуреева, Роберт Давлетбердин, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Сразу после нас авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафуддинова. О ключевых событиях недели он расскажет через свою картину мировосприятия. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафуддинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Год 2025 катится под гору и ускоряется с каждым прожитым днем. Все начинают подводить итоги и свои личные, и своих сообществ. И если в прошлом декабре мы только пытались понять смысл и суть креативных индустрий и переспрашивали друг у друга, а что это, то теперь креативщики Башкирии уже подвели итоги первого года своего полноценного развития премии «Создатели», где раздали всем своим братьям и сестрам по серьгам, в смысле по номинации. На наших глазах в республике произошла креативная революция, генеральный продюсер которой лично Ради Хабиров. Он не раз подчеркивал, что для успеха любого проекта важны не столько стены, мы их построим, сколько люди, которые приносят в эти стены смыслы. Для их поддержки в Башкирии делается очень много. Создан и работает фонд развития креативных индустрий. Потенциал огромный, перспективы для творческих людей конкретные, было бы желание. Еще раз для закрепления, что такое креативная индустрия? Это создание творческого проекта с его последующей монетизацией. Вот. На минувшей неделе состоялся съезд Союза журналистов Башкортостана. Он был примечателен тем, что впервые в стране были вручены удостоверения военкоров, представителей средств массовой информации республики, за их творческие командировки в зону специальной военной операции. О необходимости официального введения статуса военкора для журналистов давно и много говорят в стране.
Журналистский корпус регулярно несет потери в прифронтовой зоне, но пока такой закон принят только в Башкортостане. Для его получения журналист должен соответствовать определенным критериям, например, отработать в зоне СВО в совокупности не менее 60 суток. Региональный статус военкора не равен статусу участника СВО или ветерана боевых действий. Он не влечет для его владельца особых материальных льгот, но трудно переоценить моральное значение такого статуса для ребят, которые с риском для жизни и здоровья делают такую большую и нужную работу по заданию своих редакций там, за ленточкой. Военкоры рассказывают и тем самым сохраняют память о тех, кто тянет на себе невероятно тяжелую фронтовую лямку. И пока наши башкирские военкоры официально первые и единственные в стране. Теперь о насущном. Зима, как обычно, началась внезапно и коварно, без предупреждения и объявления войны. Резкое начало зимы на этой неделе порвало теплотрассу в Белорецке. И это стало серьезным тестом для коммунальщиков. Между нами вопрос на самом деле не в том, можно ли полностью избежать аварий на теплосетях нашей уральской зимой. С учетом крайне высокой изношенности труб, честно говоря, не будем тешить себя иллюзиями. Аварии и прорывы были, есть и будут. Вопрос в том, как жилищно-коммунальная система Башкирии в целом готова справляться с форс-мажором. Ведь в чем суть зимнего отопительного экзамена? Тут не бывает зачетов автоматом. Если вытянул билет под номером 13, отвечай. И авария в Белорецке подтвердила нашу готовность отвечать на каверзные вопросы природы. Меры по ее устранению были приняты незамедлительно. Аварийные бригады, техника, мгновенная помощь республики, оперштаб, героические дядя Саша и Рашид Агай, слесари, сварщики и механизаторы. И руководство города сутки напролет, а рядом с ними в минус 20. На чрезвычайные происшествия чрезвычайные меры. Мы к трудностям готовы и адекватно на них реагируем. Вот главный вывод из случившегося в Белорецке, где изношенность местных сетей превышает средний уровень по республике и зашкаливает за 95%. По-хорошему, между нами, их надо было полностью менять еще в прошлом веке, но мечтать, как говорится, не вредно. Чем богатые, то и прессуем осенью. Мы знаем, как отопительные в России вечера, когда теплосети времен первого полета в космос местами держатся на честном слове и матерных молитвах сварщиков. Как бывает по-другому, мы видели в прошлые зимы на примере других регионов, когда целыми неделями оставались без тепла подмосковные или свердловские города. Где допустили самое страшное – разморозили систему. Наша система же кряхтит, но работает. До свидания, с вами был Руслан Шарафутдинов. Когда батареи снова просят тепла и рубля, берегите себя и своих близких. До свидания, все будет хорошо, перезимуем.